Кутманду күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? Темой сегодняшнего урока станут числительные, а также выражения времени и возраста. The theme of today's lesson will be numbers and expressions of time and age. Итак, сегодня в передаче Бүгүнкү телебөрүүдө сөз кутучасы. Изучаем новые слова. Let's study some new words. Грамматика үйү. Основные правила кыргызской грамматики. Basic rules of Kyrgyz grammar. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Н, О, Ö, П, Р, С, Т, У, Ü, F, Х, Ц, Ч, Ш, Ş, ажыратуу белгиси, ы, жумшартуу белгиси, ю, я. И, йод, йик, тыйын. Кыргыз тилинин кезектеги сабагына кош келиңиздер. Добро пожаловать на очередной урок кыргызского языка. Welcome to another lesson of Kyrgyz. Мүмкүн болсо, өзүңүздөр менен тааныштырып койсоңуздар. Please introduce yourselves. Менин атым Крис. Мен Америкадан келдим. Менин атым Акико. Мен Жапониядан келдим. Менин атым Богдан, мен Кыргызстандыкмын. Salut, менин атым Жули, мен Франциядан келдим. Менин атым Садик, мен Нигериядан келдим. Главным объектом сегодняшнего занятия станут числительные и их разряды. The main object of today's lesson are numerals and their categories. Давайте послушаем, как звучат числа на кыргызском языке. Let's hear our numbers sound in Kyrgyz. Bir, один, One, bir, iki, два, two, iki, üç, три, three, üç, dört, четыре, four, dört, beş, пять, five, beş, altı, шесть, six, altı, жети, семь, seven, жети, сегиз, восемь, eight, сегиз, тогуз, девять, nine, тогуз, 10, 10, 10, 10, жыйырма, 20, 20, жыйырма, отуз, 30, 30, отуз,
40, 40, 40, 40, 40. 50, 50, 50, 50, 50. 60, 60, 60, 60, 60. 70, 70, 70, 70, 70. 80, 80, 80, 80, 80. Doksan, 90, 90, 90, 90. 100, 100, 100, 100, 100. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Миллион, миллион, million, миллион, миллион. Миллиард, миллиард, billion, миллиард, миллиард. Джаз, весна, spring, джаз. Март, март, March, март. Апрель, апрель, April, апрель. Май, май, May, май. Джай, лето, summer, джай. Июнь, июнь, June, июнь. Июль, июль, July, июль. Август, август, August, август. Гусь, осень, autumn, гусь. Сентябрь, сентябрь, September, сентябрь. Октябрь, октябрь, October, октябрь. Ноябрь, ноябрь, November, ноябрь. Кыш, зима, winter, кыш. Декабрь, декабрь, December, декабрь. Январь, январь, January, январь. Февраль, февраль, February. февраль. А теперь посмотрим на комбинации чисел. And now let's see some number combinations. Числа от 11 до 19 образуются сочетанием слова 10 и единицы. 11, 19. The numbers from 11 to 19 are made by a combination of the word 10 and units. 11, 19. В остальных случаях каждое число называем отдельно. 21 – 21. 32 – 32. For every other example, we say the numbers separately. 21, 21. 32, 32. Пожалуйста, назовите эти числа на кыргызском языке. Дети. 15, 22, 46, 89. 107, 250. 635, 1340, 7000, 411. 2360.
Следует отметить, что при употреблении количественных числительных существительные уже не ставятся во множественное число. Например, 25 книг, 25 китап. And remember, when you use cardinal numbers and nouns, the nouns are not put in plural form. For example, 25 books, 25 kitap. Числительные в предложении могут употребляться и самостоятельно, как именное сказуемое. Numbers can be used in a sentence independently or on their own, as the nominal predicate. В этом случае они могут склоняться как существительные. In this case, they can be declined as nouns. Давайте попробуем назвать наш возраст. Let's try to say our age. Фраза «мен жаштамын» нам встречалась раньше. We've seen the phrase men jashtaman before. «Мен» – «я». I. Далее называем цифры. Then we say numbers. «Жаш» – «возраст». Age. Аффикс местного падежа «та» The locative case suffix ta. и личное окончание «мын». And the personal ending min. Так можно ответить на вопрос «Сиз канча жаштасыз?» Siz kancha jashtasız. How old are you? «Сиз» – «вы», You. «канча» – «сколько», How many? How much? «жаш» – «возраст», Age. аффикс местного падежа «та» The locative case suffix ta. и личное окончание «сыз». And the personal ending siz. «Сиз канча жаштасыз?» Райан, «Сиз канча жаштасыз?» Men 28 jashtaman. Siz kancha jashtasız. Мен 22 жаштамын. Сиз канча жаштасыз? Men 22 жастамын. Мен 16 жаштамын. Siz qancha жаштасыз? Men 26 yaştan. Bogdan, siz sen kaçta yaştasın? Мен 15 жаштамын. Sen abdan yaşsın. А можно сказать кратко, мне 15. Для этого посмотрим на таблицу падежей и особое внимание обратим на аффикс местного падежа. Let's see the table of cases and pay particular attention to the locative case. Как мы уже отмечали раньше, в кыргызском языке существует 6 падежей. As we mentioned before, there are 6 cases in the Kyrgyz language. Аточ жөндөмү – именительный падеж. Здесь существительные отвечают на вопросы «гим» и «мне» и не имеют никаких аффиксов. Nominative case. Here nouns answer the questions kim, emne, and have no suffixes. Илик жөндөмү – родительный падеж. Здесь существительные отвечают на вопросы «гимдин» «эмненин» и присоединяют аффикс «нын». Его фонетические варианты мы уже изучили на прошлых занятиях. Genitive case. Here nouns answer the question kimdin, emnenin, and add the suffix nin. Its phonetic variations we studied in previous lessons. Барыш жөндөмү – дательный падеж. Здесь существительные отвечают на вопросы «гимге», «эмнеге» и присоединяют аффикс «га». Dative case. Here nouns answer the question kimge, emnige, and add the suffix ga. Его фонетические варианты. Its phonetic variations. Если слово оканчивается на гласное или звонкое согласное, присоединяется «га». Если глухое согласное – «ка». If a word ends in a vowel or a voiced consonant, it adds ga. If in a voiceless consonant, ka. Тавыш жөндөмү – винительный падеж. Здесь существительные отвечают на вопросы «гимди», «эмнени» и присоединяют аффикс «ны». Accusative case. Here nouns answer the question kimdi, emnini, and add the suffix n. Его фонетические варианты. Its phonetic variations. Если слово оканчивается на гласное, присоединяется «ны». Если на звонкое согласное – «ды». Если на глухое согласное – «ты». If a word ends in a vowel, it adds n. If in a voiced consonant, th. And if in a voiceless consonant, t. Джатыш жөндөмү – местный падеж. Здесь существительные отвечают на вопросы «гимде», «эмнеде» и присоединяют аффикс «да». Locative case. Here nouns answer the question kimde, emnide, and add the suffix da. Его фонетические варианты. Its phonetic variations. Если слово оканчивается на гласное или звонкое согласное, присоединяется «да». Если на глухое согласное – «та». If a word ends in a vowel or a voiced consonant, it takes da. If in a voiceless consonant, ta. Чыгыш жөндөмү – исходный падеж. Существительные отвечают на вопросы «гимден», «эмнеден» и присоединяют аффикс «дан». Ablative case.
Here nouns answer the question kimdin, emnidin, and add the suffix dan. Его фонетические варианты. Its phonetic variations. Если слово оканчивается на гласное или звонкое согласное, присоединяется дан. Если на глухое согласное – тан. If a word ends in a vowel or a voiced consonant, it takes dan. If in a voiceless consonant, tan. В основном местный падеж в кыргызском языке употребляется для выражения местонахождения, лица или предмета, места и времени совершения действия, отвечая на вопросы «где» и «когда», а также употребляется в различных словосочетаниях, в частности, связанных с возрастом. Generally, the locative case in Kyrgyz is used to indicate the location of a person or thing, the location and time of an action answering the questions where and when. It can also be used in different expressions, particularly connected with age. Значит, чтобы сказать «мне 15», надо к числам прибавить местный падеж и личное окончание. Попробуем. Он бещ. Заканчивается на согласное «ша». Присоединяем аффикс «да». Мен он бещ темин. Is it a short form like I am 15? Okay, I'll try. I am 26 would be Mun jirma altı. It ends in a vowel ü. We add the locative case suffix da plus a personal ending. For example, Mun jirma altı damın. Инсонун. А теперь порядковые числительные. And now, ordinal numbers. Иреттик сана тоучтор. Порядковые числительные. Ordinal numbers. Порядковые числительные в кыргызском языке образуются от количественных с помощью аффикса «нче». Ordinal numbers in Kyrgyz are formed from cardinal numbers and the suffix nchi. После гласной основы «нче». After a vowel in the end of a stem, nchi. Например, For example, шестой six «алтынче» и «нче» после согласной. and inchi after a consonant. Например, For example, первый first. «биринчи». Попробуем назвать даты. Кто будет первым? Ким биринчи болот? Let's try to say dates. Who's going to be first? Kim birinchi bolot? Мен биринчи болом. Бул биринчи январь. Оңой. Ekinchi kim bolot? Bul 8 Mart. Mümkün değil. Третий вопрос. The third question. Üçüncü soru. Byl 21 Mart. Dördüncü soru. Бул 9 май. Beşinchi soru. Bu 31 Ağustos. Подошло время прощаться. Мы с нетерпением будем ждать нашей следующей встречи в эфире. Well, it seems you've run out of time. So we'll be looking forward to our next meeting here on air. Salamatı bulunuzlar. Кайрадан görüşкөнчө.